На данном видеоуроке я хочу показать, что делать с взломанным сайтом WordPress. У меня вот сломали сайт, я не знаю, кто это сделал. Ну, в общем-то, откровенно говоря, я даже не хочу копаться и искать виновников этого дела, но сайт взломали, в общем. И сайт поломали конкретно, то есть тут очень много страниц посторонних, причем на немецком языке что-то, в общем, как-то типа немцы это сделали, ну не знаю, на самом деле кто, ну чувствую, что это адресное исполнение. И как выглядит взломанные сайты изнутри, мы сейчас посмотрим в админке. Вот эти все вещи. В общем, я иду себе в папку. И вот этот сайт minihabar.ru, он выглядит вот таким образом. Тут очень много грязи. Ну, видите, да, вот эти все лишние файлы. Короче говоря, мне тут они накачали аж на 5 страниц. Ну, вот видите справа, да, на 5 страниц. В общем, сейчас я буду заниматься очищением этой грязи. Так, и восстановлю сайт. Давайте я сейчас удалю все, что тут есть. Мы реально посмотрим, сколько времени я затрачу на этот сайт. Мне самому просто интересно узнать. Узнать интересно, сколько человек затратил на взлом моего сайта и сколько времени я потрачу на восстановление этого сайта. Я что-то полагаю, что человек, который занимался взломом сайта, он потратил времени больше, чем я потрачу на восстановление этого сайта. У меня такое ощущение складывается. Ну и, конечно, взломали, потому что, да, я тут, честно сказать, как бы не сильно занимался безопасностью сайта. Но, в общем, как-то эти сайты у меня не рабочие, в том смысле, что я их сделал так для рекламы. Ну, типа вот такие сайты я делаю. Сайты на хакасском языке, на языке, очень редком языке, тюркском языке, на котором говорит немного человек, но тем не менее я сделал сайт на этом хакасском тюркском языке, который мой родной. Ну и вот я сейчас восстановлю. Пришлось, конечно, заниматься переводом всей нужной, не всей, а нужной для меня части, которые обычно смотрят посетители. Но это менюшки и странички, допустим, да. В общем, я сейчас очищаю полностью. Полностью удаляю все, что тут есть. Так. Так, отмечаем это дело. И так вот. Сейчас, ну, видать, какую-то программулину сунули для взлома сайтов. В общем, мусор мне тут накидали. Ну вот, в общем, я полностью очистил папку. И теперь я туда закачаю тот резервный файл, который я сохранил. Я все время защищаю свои сайты. Таким образом делаю копию сайта и копию базы данных. Ну вот я теперь закачаю копию сайта, который я выполняю периодически в определенный период времени. И посмотрим. Посмотрим, что у нас получится. Ну, я думаю, что он восстановлю сайт все равно. Так, в общем, я закачиваю архив сайта в папку, где мне накидали мусора. Подождем.
Итак, я закачал сайт. Теперь это дело мы извлечем и разархивируем. Так, удаляем ненужные нам файлы. Итак, теперь посмотрим, что у нас получилось. Да, но мы видим, что тут адрес страницы хостинга. Так, вот индексный файл, мы его сейчас уберем. Так, у нас ошибка соединения базы данных. Итак, нам надо прописать теперь файл wp-config.php, нам надо вписать базу данных, имя базы данных и так далее. Сейчас этим мы и займемся. Так, я вписываю все данные, имя пользователя, имя базы данных вписываю. Так, конечно, вписываю пароль, и пароль я уже по базе данных поменяю на другой, который у меня был ранее. Так. Так, попробуем перезагрузим. Так, ну и что у нас получается? Ну вот, фактически мы сайт восстановили. И он у нас работает в прежнем режиме. Так, у нас тут нет, правда, слайдера. Но я думаю, слайдер я настрою. А, нет, он есть. Так, да, это все восстановится. Вот тут немножко подправить. Да, вот он, принцип слайдера. Мне там картинки надо будет поправить. Ну, в общем-то, вот таким образом восстанавливается сайт. Но для такого простого восстановления что нужно? Обязательно надо будет делать копии базы данных и копии сайта, файлов сайта. Тогда у вас не будет проблем с восстановлением любого сайта на WordPress. Если, конечно, у вас сайт большой и объемный, тогда, конечно, придется подольше повозиться. Но у меня такой небольшой блоговый сайтик, да, на хакасском языке. И я затратил практически очень мало времени на то, чтобы сайт опять заработал. С вами был SIP Tom. До следующего видео. Спасибо за внимание.